Ежемесячно в нашей республике проводятся большие турниры среди сильных людей по армрестлингу, которые с большим успехом проводятся в одном из крупнейших спортивных центров столицы республики. Эти соревнования проводит новая созданная федерация КПФА – Кыргызская профессиональная федерация армрестлинга под руководством Эмильбека Токторова и Евгения Лукьянова. Помимо сильнейших профессиональных спортсменов, здесь в целях популяризации этого вида спорта привлекают и молодых спортсменов. Многие из начинающих армрестлеров приходят во вкус и становятся с каждым разом все сильнее и сильнее. На этот раз, а это уже 5-й к ряду турнир, за столом собрал 4 сильнейшие пары профессионалов, а также 2 молодежные пары. В первой паре встретились молодые Давид Микуцик и Данияр Назарматов. В пятираундовом поединке победу праздновал в этой схватке Давид Микульцик со счетом 4-1. Насколько я знаю, это у тебя первая схватка, да? Первый раз соревновательный такой, да? Надеюсь, тебе он понравился и тебе хоть чуть-чуть какую-то мотивацию тебе дало. Огромная мотивация, особенно проигрыш дает толчок, больше тренироваться, больше заниматься. И я в будущем времени покажу, на что я способен в своих лучших кондициях. Первый раз за такая медаль, не выступал до этого. Давным-давно выступал, но не занимался особо. Последние полгода занялся. Соперника подобрали, до этого я его увидел, но он меня выигрывал, я его выигрывал. Туда-сюда, вот так у нас 50 на 50 было. К сегодняшнему дню я хотел и подготовиться, и отдохнуть, чтобы победить. Во второй встрече сошлись Арли Хаки и Владимир Рыбаков. Угол держи. Давай, держи. Ой, Также в этом пятираундовом поединке подавляющее преимущество 4-1 было на стороне Владимира Рыбакова. Что, в дальнейшем еще готов бороться? Да, будем дальше заниматься.
Ну, Все, мы в свою очередь обязательно к тебе обратимся. Поздравляю тебя с победой. Спасибо большое. Как твои ощущения? Ну, нормально. Соперник сильный тоже оказался. Ну, готовился на другого соперника. Ну, я бы хотел попробовать взять Сашу или. В третьем поединке за столиком встретились молодой атлет 16-летний Шельчаро Султанбеков, а его визави 30-летний Айтбек Нуралы-Улу. В этом интересном поединке лучше себя показал Шельчаро Султанбеков, который победил во всех 5 встречах. Күрөшүп кандай ойлор менен, кандай пикирлер менен калдың өзүң ушул күч таймаштан? Жакшы даярдыктар жакшы болчу буга чейин. Мындан дагы даярданабыз. Соперникке ийгилик мындан дальше. Бизден жаш бала аябай кичүү. Ошондо да даярдыгы мыкты. Александр Ленин колунда тренировка алат. Биз болсо таластан эле пока өзүбүзчө даярдык дагы еще дагы алдыга даярданабыз мындан дагы. Мурда баштап жүргөндө утулган соперниктерим бар. Ошолордон өчүндү алам деп жүрөм. Анан чемпионат Кыргызстанга даярданып атам. Степан Коваленко и Никита Баснин провели поединки сначала на правой руке, а затем 5 поединков на левой руке. И вот в правой преимущество со счету 5-0 было на стороне Степана, а в левой руке преимущество было на стороне Никиты, а счет равный 5-5.
левой постарался. То, что мог, то сделал. Никита, конечно, сильный на левой. Я сейчас готовлюсь на июнь. Хочу Женей с Лукьяновым побороться на правую руку. Ну, чтобы перед каждой схваткой ты отдыхаешь там 2 недели, 3 недели. Поэтому так не подготовишься. Надо именно готовиться 2-3 месяца, 4 без остановки. Тогда будет результат. Классно, мне понравилось. На левой. На левой понравилось, на правой, конечно, разница слишком большая. Степану спасибо за то, что дал возможность побороться. Где-то свои там даже сильные стороны включить, но разница слишком большая. Правая у него хорошая. Женя, мне с ним нечего ловить. Степа, мы тоже выяснили уже все сегодня. Еще есть Дима и Белек, которые борются сегодня. С ними было бы интересно. Костя. В пятом поединке встретились Дмитрий Дудурин и Белек Мусаев. В этой встрече преимущество со счетом 4-1 было на стороне Дмитрия Дудурина. Жақсы даярданғаным шынында ұтылдым. Мойын алыш керек. Құдай бұйырса, бір айдан кейін реванш көрсек болады, тағы даярданып. Біраз күш физика жетпейді, ачық айтыш керек. Белек молодец, хороший бой дал, прям приятные эмоции зашкаливают. Давно такой из физики не чувствовал. Респект ему, спасибо, классно. Аренфайт или на следующую подготовку? Кого ты хочешь выиграть, так скажем, да? Да выиграть, в принципе, всех можно, хочется. И Женьку того же недосягаемого, и Степу, и всех. Поэтому с кем получится бороться, как бы с тем и буду. В шестой встрече состоялся необычный поединок. Здесь встречались именитые спортсмены, но известны они были в разных весовых категориях. Константин Клейнер, 75 килограммов, он 12-кратный чемпион республики, чемпион Азии и бронзовый призер чемпионата мира. Его соперник, мастер спорта международного класса, чемпион Азии и первый чемпион республики в тяжелом весе, 125 килограммов, Рустам Джалилов.
В этом упорном и интересном и поучительном поединке победил Рустам Джалилов. Приветствую, Костя. Спасибо. Как О, ништяк. ощущения вообще? Как? Что ожидал? Как готовился вообще? Расскажи, мы такой от тебя ждали. Да, честно сказать, вот правду, я не особо готовился на самом деле, потому что сейчас такой период уже отдыха. Честно сказать, я ничего не ожидал. Вообще в неизвестность шел, не было. Только план борьбы был и все. Когда после 2 схваток провалился, пришлось импровизировать. А так настроение и ощущения просто лучше не придумать. Я наборолся как никогда и как нигде. Даже на чемпионате Азии такого не было внутри. Ажиотажа, какого-то рвения и горения. Поэтому я постарался выложиться на все 100%. Честно, мое предпочтение было, я думал, почему-то вы проиграете. Андердог. Да, как андердог был. И для нас это было вау, да? Я, конечно, сам в себя в это верил, но когда открываешь соцсети, Инстаграм, я вижу, что большинство, конечно, болельщиков за Костю. Ну, это объективно. Почему? Потому что, во-первых, он моложе. Во-вторых, он легче, он более взрывнее, скоростнее. Потом у него послужной список очень богатый, да? Он чемпион Азии, призер мира, 12-кратный чемпион Кыргызстана. И к тому же меня очень сильно подстегнуло то, что он предлагает уже... Он в своей категории никого не чувствует. Ни на соревнованиях, ни на анфайтах. И поэтому ему уже интересно бороться с более тяжелыми соперниками. И меня это очень сильно подстегнуло. Почему? Потому что мне он сделал вызов сам. Не я к нему подошел. Но я согласился. Почему? Потому что мне это интересно. То есть, можно сказать, у меня началась вторая волна. Вторая волна моей молодости, когда я в далеких 90-х начинал бороться. С 91-го года я чемпион Кыргызстана. То есть первый чемпион Кыргызстана в истории нашей республики. И поэтому мне было интересно себя проверить, насколько я сейчас, мне 48 лет, насколько я сейчас могу противостоять более молодым, более энергичным, более взрывным ребятам. Сегодня турнир показал, что, оказывается, достойно и могу еще соперничать. И это меня подстегивает тренироваться еще сильнее, еще усерднее и выступать дальше. То есть постигая больше и больше вершин. Я с этой стороны очень рад, что таком договаривать со спортсменом. Это хороший уровень, и в то же время это, как сказать, маленький, но приятный призик, да, получать. Поэтому я вам желаю в дальнейшем готовиться, выигрывать также на таком позитивной ноте. И обязательно мы с Костей договоримся, я думаю, у вас будет направо еще покажет вы себя, поборете. И в тот раз я обязательно буду за вас болеть. Спасибо, что пришли. Спасибо. Поборолись, зрелищную борьбу показали. Спасибо. На этом соревнования сильнейших армрестлеров завершились. Теперь силачи будут усиленно готовиться к чемпионату мира по армрестлингу, который состоится 14-20 сентября в Соединенных Штатах Америки. А затем в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, состоится «Злотый тур», в котором будут участвовать все сильнейшие рукоборцы мира. На этом, дорогие друзья, мы завершаем нашу передачу. Любите спорт и занимайтесь им, и он ответит вам взаимностью. До новых встреч!